Вот на экскурсию собрались в Учелы. Усаживаемся. Экскурсия. Детики раздали. Вашего медика Лариса Закировна. Поэтому, если вдруг вам, не дай бог, стало плохо, вы, пожалуйста, не терпите, обращайтесь к ней, ладно? То есть что-то там нужно, какая-то таблетка или что-то этого, не дай бог, то к ней обращайтесь, ладно? Не терпите, все. Идемте, идемте повыше, чтобы вас все увидели. Лариса Закировна. Видели меня. Меня все видели. Все, запомните. А дело? Она за вами будет следить. Слушайтесь ее тоже. Первый раз, первый класс. Mana? Untuk itu, untuk mana? Прибыли. Музей. Как магнит. То есть ртуть со всех сторон смачивает. Но какая проблема у них, да? Вот смотрите, когда промывали все это, сюда попадает ртуть и золото вместе. Потому что ртуть же прилипает к золоту. И теперь нужно отделить. Он не просто так отделить золото от ртути, нужно нагреть. То есть ковш нагревали, при нагревании ртуть испаряется, золото остается. Вы можете вот с чем сравнить, но оно было огромное, драго. В глубине реки от 4 метров идет. То есть никто никогда не знает, есть золото, нету. То есть когда только попадает золото, мы уже тут видим, что попало золото. Карьер заливают водой. То есть в скором времени карьер полностью будет залит водой. Глубина была 380 метров. Почему? Потому что он разработан, уже больше нельзя там копать дальше. Во время войны тогда не было спецодежды, касок не выдавали. Смотрите, спецодежды шахтера, касок, фонаря не было. Они вот воспоминания оставили. Такие бордюры, не только у нас, даже в Санкт-Петербурге и Москве. Вот в метро вы можете увидеть наш гранит. Вклад большой, работая в магните, было добыто 4819 килограммов золота. Это практически женщинами в период войны. Поэтому юрту выбрали. Они даже если оставляли свои дома, ничего ценного они там не оставляли. Вот, бурдюк. А вот это конские волосы. То есть стригли конскую гриву, потому что не было веревок. Они конскими волосами шили, изготавливали веревки, закрывали горлышко. И теперь в дальний путь можно отправлять. Первый утюг был деревянный, это рубель. Потом был углевой, вот, углевой утюг или угольный. Вот. Это домотканные. Видите? Тут вот представлен татарский национальный костюм. Это русский национальный костюм, вот русский. Русские носили не сарым, а лапти на себя. Они выбрали серебро. А звон монет изгоняет злых духов. Поэтому нашивали очень много монет. Видите? Сколько было в доме, все и нашивали. А в головном уборе вы видите коралловые бусы красные.
Коралл стимулирует давление. Чтобы все люди, которые участвуют в туре, получили хорошую услугу. Он следит за всем. И за рулем у нас водитель Айрат. Он живет в Учелах. Вот. Ну и меня зовут Ольга, я экскурсовод Республики Башкортостан. Люди, достигшие 55-летнего возраста и старше. Ну, то есть молодежь 55+, да? Вот. И вы приехали к нам сегодня из Дворецка, правда? Вот. Ехали, ну, сегодня как бы с утра был дождь. Надеемся, что распогодится. Погода нам позволит сегодня хорошо погулять, отдохнуть. На территории Башкирии 2200 озер. Представляете? Желтые, скажите, что вам снится? Что вам снится? Осень землю осыпает, осень землю осыпает красотой, красотой. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? Что вам снится? Супер! Улыбки станет всем светлей, из улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый грустный дождик. Хмурый лес простился с тишиной и захлопает зеленые ладоши. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Молодцы! Давайте хлопать. Надо прокачать популярность сегодня. Уйнап келіп uzmaz, yine
Yaptıklarlar bir bulamam. Супер. Лай, 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 лай. Знаете? Так, все, я иду к вам играю. Да, а вы сначала, да? Bulla gittim ses gelir benim, min helge in motor yerlenim. O yerde taktım tuğan ilimden, mağla gülüktüm kulay dilinden. Eylegi tutar yerlayıp birge, in motor yerlerde haylap kınam. In motor yerlerde haylap kınam. Yaşayıp dünyada hayrap kınam. La 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 la. İmmatı yerlerde hayrap kınam. Yaşayıp dünyada hayrap kınam. Но диастазное число 5, 7, до 10 доходит. У башкирского меда доходит до 15, а у бортьевого до 50. Вот бортьевой, где собирают вместе с пыльцой, с перой, что еще там, воск, да, маточное молочко, все перемешивают, там же не отделяют. Вот такой вот он полезный. Училы, давайте сфотографируемся. В этой филармонии вы можете сами увидеть, какие виды творчества там есть в кружочках. Да, увидим, рассмотрим. Сейчас вот спросят, если у нас разрешат, вот здесь вот гуляет филармония. Ну, у нас есть Сибирская филармония, Массиенская филармония, то есть 8 Шведская тоже, у них своя, то есть они имеют такую возможность сами содержать филармонию. 3, 4. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Красиво. Красиво.
на филармонию, с правой стороны мозаика, да, вот то, что это здание построено в 1970-е, в то время в Советском Союзе делали такие мозаики, помните, оформление было очень красиво. Ура! Он даже мог разговаривать, от сердца понял Всевышний. Каким бы сказал, его прекрасными именами. Аллах, Субханаллах, Альхамдулилlah. Если перевести, Субханаллах, слава Всевышнему. Альхамдулилlah, хвала Всевышнему. Аллах, Господь велик. Или Астагфируллах, прости меня, Господи. Вот таким образом они, естественно, они были нур, естественно, люди к нему притягивались. До 1000 людей, вот у него в окружении служил, были шахиды. У него учились. Вот это истинный ислам они показали. А то, что которые показывали, ну, понятно, пока специально, почему? Вот такой ислам, вы туда хотите, что ли? Нет, туда не хотим, конечно. А почему так показывать? Потому что в исламе, как они говорили, да? Они не курят, никто не пьют, семью создают, учатся, работают и так далее, и так далее. Только благом соревнуются. Завтрашнего гарантии нет, сейчас тоже не придет. Поэтому мы в этот день концентрируемся благом. Друг другу, себе, работу себе там и так далее. Все просто. Потом что будет, естественно, вот религия любая считать, не будет ислам, естественно, будет переход к миру собственно. Там не заканчивается, там навешивают похороны, навешивают, никакой вечный, до судного дня только. Когда воскрешение будет, но обратно у нас Господь, обратно мы с нами, по его воле. Вот тогда будет отчет, потому что наши слова, намерения, поступки двумя ангелами записываются. Вот ваши книги деяния, идите на отчет. Вот о чем идет речь. Поэтому, знаешь, человек, он себя полностью контролирует, себя ощущает, нравственно возвышается. А вот у нас как? Начинают Путина, Байдена, все прошли, а сам это хороший. Мне нет ничего не обсуждать. Надо от себя начинать. Вот так. Так у нас построено, да? Измени себя, измени себя. Какой народ, такой правитель. Мы будем улучшаться, все лучше правители будут. Как? И в сельсовете, и в городе, и так далее. Вот о чем говорит религия, поэтому это для счастья, она бесплатна. Платить не надо, абсолютно. И религия насилия нету. Сказали, объяснили, показали, и все. Но человек думает, сейчас он думает, а надо ли мне? Надо. Беру, сразу отхапливаю. Не надо, вот завтра надо подумать. И так далее. А шайтан, сатана, он не спит. Он хитрый, да, завтра, послезавтра, потом будешь. У нас и гарантия, что если даже написано, выйдет, что это 40-50 лет, что он проморгал. Тот человек, который с молодости стал, он уже за это время столько сделал. У него уже помнит, чему надо. А вот человек там. Поэтому сейчас возможность есть. Вот в советское время у нас возможности не было, да, к сожалению, да. Да. Туда, понятно, там тоже происходило. Но они основные камни ваши камни, они забыли хозяина. Землю держит хозяин, сотворил и держит. Вот сейчас зима идет. Лето было, да, сказки, ну сказки же. А то сам по себе стоит, сам по себе. Если сам по себе идет, картошка, пускай растет он там, в бурьяне. Я даже как подходить не буду. И растет. Почему не нужна? А тут махина такая стоит. Господи, видишь, он один, у него нет сотоварища. Его лик увидим мы только в раю. В раю только увидим, здесь привидим. Моисей говорил, да, он разговаривал, Господь, покажи свой лик, у меня вера еще усилится. Нет, меня никто не увидит. Вообще на земной поклон не идет, горе по колесу. Что там происходит с горой? Он на земной поклон пошел, гора, баба, подумать, горы нету. Вот, говорит, это Моисей не может увидеть, а мы и то. Мы же не пророки.
И кто увидел, вот, как Архангел говорил, да, пророк Мухаммад, он ему только показал свою истинную природу. 660 лет. Одна крыло полностью закрыл небо. Он самый сильный человек в мире, да? История человека. Испугался, вот так побежал к нему. Господь говорит, там, вставай, мы восстали, вставай, вышивай, не дрожи, говорит. А мы хотим увидеть Господа. Ну, а так, говори, нам не можем увидеть. Какой там Господь? Поэтому это нам не дано. Много чего здесь закрыто. Мир усопших закрыт. Закон закрыт. Ангелы закрыты. И так далее, так далее. Все законы, которые держат, да, сотворили, когда земля, там все, луна, там, Аполлон, это все закрыто. Если мы это, как? Мы не вместе просто, мы не сможем. Нам надо востокать. Вот там надо вместе. С наукой вместе не такой. Наука не надо вместе идет. Все? Поэтому мы счастливы изначально, мы есть. Как говорил Вася Прямова искусство, да? Я есть. Если не верите, поддержите себя в этом. А я же есть. Ну ты есть, значит, все остальное тоже есть. Вот и все. И человечество, заканчивая этим, человечество, вот, почему вот так, почему, понятно, смысл жизни не знает, поэтому блуждает. Вот там еще, там. Там их еще нету, сказки, пускай не рассказывают, никто не возвращал. Хотя возвращались, да? Мы знаем, да? Пророк Моисей что? Вместе с говядиной что? Оживил покойника. Которого был племянник, а там они стали, говорят, а кто же убил его? Сейчас вы знаете. Вместе говядиной, который Бог сказал, вот так. Стали, говорят, вот мой племянник, он меня убил. Там десятки тысяч человек. А человек стал. Иисус Христос, еще не поднимается могилы, чтобы ничего не прошло. То есть приходили, почему нет? Приходили. Если это был массовый приход туда-сюда, человек не сможет так жить, куда вы? То есть мира ограничена вот так своих рамках законом живут. Наша задача попасть в рай в будущее. Для этого трудиться надо, бороться надо своим эго и сатана, который каждому закреплен. Его задача научение. Все плохо у нас. А мы говорим, нет, хорошо, мы же есть, дышим, видим, ходим, кушаем. Как? Верный небо у нас есть. Вон там показывает Донбасс. Или там Бейрут, там, Ливан. Не могут вместо найти, чтобы от этого умереть. Бабах. Вот это как все. Поэтому мир беречь надо. Молиться надо, Господа спрашивать, дуа каждый нам делал, алтарь. Мир дай всем нам, который воюет. Нам здоровье дай, нам веру дай, детям нам дай. Наши правительства были честными, нас смотрели хорошо. И так далее, так далее. Вот если такой мы коллективно дуа будем делать, молитву, значит, естественно, до них будут доходить, их будут поднимать эту всю молитву. А если постоянно будем кидать, критиковать, они что получат-то? У них помощи не будет относиться. Поэтому все это единение в обществе. Я рад была Субхану, те милости, на которые вот положили в своем доме Субхану, прими их, Субхану, дай им здоровье, дай им счастье, детское счастье дай им, также успех в работе Субхану. Так, чтобы милость дошла до усопших, для усопших, чтобы они обрадовались этому, чтобы они до сутного дня смотрели врата рая и радовались. И чтобы в будущем, после успешного прошествия судного дня, могли войти в рай. Аминь. Аллаху Акбар. Господь велик. Вот еще чуть-чуть, 5 минут, и мы с вами будем прощаться. Вы едете к себе домой, мы поедем к себе домой, сохранив в памяти этот сегодняшний замечательный день. Да? Да, день получился великолепный. И я хочу вас поблагодарить за участие, за то, что вы выбрали время для себя. Путешествуйте, не грустите. Есть всегда чем заниматься, правда? Программа «Башкирское долголетие», конечно, успешна. И если будет желание, можете на сайт какой-нибудь отзыв написать, да, и свои пожелания. То есть мы же с вами уже как ансамбль практически сформировались. Что насчет группы? Тур этот организован туроператором «Туризм Башкирии». Вот Петр Николаевич, директор. Чтобы попасть в эту группу, у вас есть буклет, на обратной стороне есть QR-код. «Учелы. Золотая моя колыбель» называется. И эта группа, там уже 26 человек добавились, добавляйтесь все. Если не будет получаться, напишите администратору группы этой.
ну, через ваших друзей, чтобы добавили туда, да? Не у всех по QR-коду проходит. Сзади также мои все написано. Да, пожалуйста. И пусть в вашем доме будет тепло, уютно, близкие вас любят. В общем, вам большое спасибо. Хочу поблагодарить сегодня еще директора Петра Николаевича за организацию. И вот хотя, да, давайте похлопаем Петру Николаевичу. И хотя, знаете, вот уже он доверяет всем, кто будет на маршруте, но проверяет. То есть он всегда должен знать, никто ли не обидел, все ли все сделали хорошо, вкусно ли приготовили, все ли нам откроют двери. То есть это вот он такой. То есть ответственный очень. Я хочу поблагодарить нашего водителя Айрата. Давайте похлопаем водителю. Хороший, да, у нас замечательный. Это лучший водитель Учелов и Учелинского района. Вот. И, ну что, прощаемся с вами. До новых встреч. Я очень рада, что нам не пригодились услуги медработника во время дороги, обратной дороги. Пожалуйста, пойте песню, пристегните ремень, вам дадут, если нужно, микрофон, да, чтобы вы не скучали. Были с нами в этом туре. Спасибо всем за участие, за доброжелательность. И, естественно, Ольге тоже спасибо за тур. Спасибо. Это журнал, да?